Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Сочные, ароматные и полезные овощи с нежным вкусом в сочетании с мясом – рецепт беспроигрышного блюда, которое полюбится каждому. А готовит сегодня для нас директор ивент-агентства Нияр Ханум Нагаева. Хош келдің, Ниярочка. Селям алейкум әші. Çok sağ ol келген үшін біздің студиямызға. Сізге де çok sağ olunuz davet etkeniz için pek memnun oldum. Селям алейкум. Аллах разы olsun. Что мы сегодня будем готовить, Нияр? Сегодня я решила порадовать вас блюдом, которое называется рататуй. Как вы подметили, что это сочетание фарша и свежих овощей. Очень люблю весну, лето, потому что именно эти времена года, да, и осень радуют нас своим изобилием продуктов, и всегда можно фантазировать. Вообще я большой фанат нашей национальной крымско-татарской кухни, но сегодня я решила поделиться с вами тем, чем я радую обычно своих родных и близких. Это помимо того, что вкусно, полезно, еще и красиво, еще и очень быстро, удобно, и каждой хозяйке на заметку приближается священный месяц Рамазан. Возможно, кто-то возьмет себе такой, как галочку, отметит в ежедневнике хозяйки. Думаю, что возьмем. Да, поэтому приступим. Попрошу вас начать помогать мне, наверное. Так, лук. что я должна Я заметила, сделать? что все вас просят нарезать лук. Да, Лук это мы уже- режем, крупненько, потому что он пойдет у нас, кольцами на зажарку. А я приступлю к натиранию моркови. Как это будет выглядеть? Это слоями закладывается, либо... Да, сейчас мы с вами морковь. Кстати, можно, наверное, поставить уже потихонечку, чтобы нагревалась наша Сковороду, плита. да? Да, и сковорода. Морковь и лук у нас будут идти как воздушная подушка. Вообще традиционно рататуй готовят в духовке. Но сегодня мы с вами сделаем эффект паровой такой вот духовочки и приготовим на сковороде. Вошла их бисмилля. Бисмиллях. Это очень важно. Ниярочка, я знаю, что ты политолог по профессии. Скажи, вот по окончанию вуза тебе пришлось работать политологом? Да, альхамдулиллях, у меня была такая прекрасная возможность. Я, на самом деле, начала практиковать свою политическую деятельность еще с 3-го курса, то есть, будучи студенткой очного отделения, я практиковала. Для начала я просто писала статьи, потом я проходила практику в городском совете Симферополя, и различные практики, они давали мне возможность развиваться именно по своей специальности. Тем я уже в 2010 году работала в избирательном штабе, мы делали технологии для наших кандидатов в депутаты на всех уровнях, то есть и региональные, и локальные, и какие-то уже государственные посты. Да. В 2010 году были выборы. И, собственно, вот у меня все это хорошо складывалось, мне это безумно нравилось, потому что я очень осознанно подходила к выбору своей специальности и видела себя в будущем. В принципе, у меня все хорошо сложилось, и мне это безумно нравилось. Но в какой-то момент я просто осознала, что я девушка, я хочу заниматься чем-то более женским, приятным, потому что политика, она все равно, знаете, имеет свой какой-то негатив, который нужно перебарывать, да, и который эмоционально, возможно, сложно дается. И ты тогда решила для себя, что хочешь заняться организацией свадьбы. Да. Изначально, конечно, я планировала, что это будет, ивент-агентство в целом, то есть и заниматься, планировала организацией семинаров, тренингов, то есть я всегда говорю, мысли глобально, действую локально, так и получилось, потому что я планировала себе какое-то масштабное агентство, но опираясь на свои реальности, да, и стартовый капитал играл огромную роль, и какие-то вот факторы другие, они все-таки сузили меня к одному узконаправленному. Изначально это были только свадьбы, и агентство стартовало очень успешно, удачно. Мы были крымско-татарским агентством, которая пользовалась популярностью, мы были одними из первых. Да, мы были на слуху и есть на слуху, потому что нас все запомнили как одни из первых. И, альхамдулиллях, продолжаем свою деятельность, все получается и людям нравится. Помнишь свои первые шаги? Какие были вот ошибки, сложности?
Конечно, учитывая, как вы правильно подметили, что я политолог по специальности, когда первый раз мы начали в социальных сетях себя позиционировать как ивент-агентство, многие переспрашивали, мои знакомые: Нияра, это ты, это не фейковая страничка? Ну, то есть они подумали, что здесь какой-то подвох. Да. Позже стало выясняться, что все-таки это я, и я меняю свое поле деятельности, да, и уже начали работать. Когда у меня была первая невеста, я, честно, не знала, о чем с ней говорить. Я понимала, что мне нужно вести себя очень уверенно, позитивно, эмоционально. Но все-таки было страшно. И вот наша первая выездная церемония, она была в Заозерном, за Евпаторией. Я помню каждую свою пару, и не только первых ребят, и вот их было очень-очень много, но я помню всех и каждого, потому что их история любви, каждые люди по себе, они же очень-очень особенные. Ой, я вижу, ты уже закончила, да? Да, я уже закончила. Я тоже хорошая хозяйка, поэтому закончила натирать Я не морковь. сомневаюсь. Так, берем тарелочку. Пока Ярочка, выкладываем. смотри, нам нужно налить масло. Да, есть, да, масло? Да, Ага, есть. отлично. Можно буквально вот сантиметр, чтобы покрывала поверхность. Чем конкретно занимаешься ты в своей организации? Я В агентстве. веду переговоры с невестами, с их родственниками, с женихами. Очень часто невесты, они четко знают, чего хотят, а вот женихи, они совсем не понимают. То есть на разных абсолютно волнах. Вот. Но, тем не менее, в мою задачу входит то, что я должна объяснить жениху, для чего им нужна та или иная услуга, которой хочет воспользоваться его избранница. Вот, я занимаюсь непосредственно подбором подрядчиков, да, то есть это видеографы, фотографы, мы занимаемся организацией шоу, программы и так далее. То есть все это на самом деле входит в мои обязанности, и я с удовольствием этим занимаюсь. Я могу сказать, что это то, что мне нравится заниматься, я в этом себя нашла, раскрыла по-новому, и я считаю, что, наверное, это все-таки мое призвание. Это очень хорошо, что ты себя нашла в этой жизни. Да. Так, ну что давай дальше. Пока у нас нагревается масло, я предлагаю тебе нарезать на твой выбор. Что ты хочешь нарезать, баклажаны или кабачки? Что Окей. скажешь? Начнем Давай. с баклажана. Мы их режем где-то по сантиметру кольцами, и у нас потом будет складываться. Вот смотри, полностью. так, достаточно? Да. Угу. А кто тебе помогает, скажи, вот в этом? У меня есть мои любимые девочки-пчелки, которых я очень люблю и ценю. Это мои коллеги, которых я находила на своем жизненном пути, которые были мне, видимо, посланы все-таки Всевышним, потому что мы понимаем друг друга, мы дополняем друг друга, мы адекватно друг от друга воспринимаем критику, какие-то замечания, ошибки. То есть все это, достаточно на таком хорошем, позитивном уровне, потому что иногда очень важно, какой человек работает с тобой, потому что бывают стрессовые ситуации, да, форс-мажоры, какие-то непредвиденные ситуации. И в этот момент важно, чтобы рядом был человек, который тебя поймет, утешит, поддержит, а в нужный момент, да, просто заменит тебя, потому что не всегда ты лично присутствуешь на всех проектах. Возможно, бывает такое, да, что у нас там 2-3 церемонии в один день, какие-то выездные проекты, Как вы помимо справляетесь? свадеб. Благодаря моим девочкам, которые уже очень опытные и могут независимо от меня проводить подобные проекты. Машаллах, Сазге. Ярочка, вот знаю, что помимо свадеб вы занимаетесь еще организацией других мероприятий. Расскажи Да. об этом. Я очень люблю все, что связано с крымскими татарами. Это и традиция, и кухня, и язык, и так далее. То есть мне все это безумно нравится, и я большой фанат и сторонник того, чтобы возрождать максимально наши традиции. Каждой своей невесте я предлагаю проводить как минимум хна-гидже, то есть девичник, да, скажем так, в национальном стиле. Ребятам предлагаю проводить постановочные траш-меросимы. Почему нет? Потому что сейчас... Мне кажется, все для этого есть, да, и костюмы, и мастера, которые могут подыграть, и актеры, которых можно нанять. И это красиво, красочно, это дань уважения нашим предкам, Конечно. традиции. Поэтому мы занимаемся организацией вот подобного рода мероприятий, хна-гидже, траш-меросимы, суннет. То мы очень любим деток, очень любим их радовать. То есть, видите, наше агентство постепенно, видимо, перерастает в тот этап, когда, пора уже расширяться из круга организации свадеб в дополнительный спектр услуг.
А какие услуги все-таки заказывают чаще? Чаще все-таки выездные церемонии, потому что они вот последние года 3-4 очень актуальны в Крыму. Европейская тенденция, она нас догоняет. Потом флористика очень пользуется спросом. У нас шикарные букеты для невест, украшения, То есть вы сотрудничаете с различными Конечно, организациями, да. которые этим непосредственно занимаются? Да. Вот. И, собственно, из популярных, наверное, это все-таки суннеты, потому что, ильхамдуллях, наш народ начинает понимать и чтить, да, эти традиции, все это возрождается, и рождаемость в Крыму, она на самом деле такая приятная, да, вот прогрессия, что очень радуют цифры, которые мы видим, и количество обращений. Это красивый семейный праздник. Я тем временем начну нарезать помидоры. Давайте посмотрим, что у нас там с маслом. Накалилось, нет? Да, я думаю, что да. Что мы можем в первую очередь уже? Сейчас я тогда запассирую морковь Угу. и лучок. Мы сделаем такую себе подушечку, да? Бисмиллах. Весеннее блюдо, красочное. Да. Знаете, когда человек держит пост, вот я же говорила о том, что уже скоро Рамадан, а сейчас у нас такой период Учайляр, это священные месяцы, когда мусульмане стараются поститься, стараются, да, это предписано нам. И вот буквально такое блюдо, оно готовится очень легко, быстро, на позитив, потому что все такое яркое, красочное, и потом кушается с аппетитом. И потому главное, что полезно. полезно, конечно. Сколько овощей входит в состав? Да. И еще, знаете, хотела отметить, что это блюдо могут для себя открыть и вегетарианцы, потому что если мы уберем один из ингредиентов, Мясо? фарш, да, мясо, то почему нет? Вот оно и блюдо для вегетарианцев. Так, нужно поджарить немножко, да? Да, ну, чтобы оно было такое душистое, ароматное. Какие-то сложности возникают, Нияр? Сложности иногда возникают, наверное, больше со взрослым поколением, потому что наши... Непонимание друг друга? Да. Традиционные какие-то мероприятия, которые проводились в их период молодости, да, когда они заключали браки, создавали семьи, они все-таки отличаются кардинально. Но, тем не менее, мы стараемся найти подход, потому что для нас это тоже очень важно, чтобы родители понимали своих детей, понимают, на что они дают деньги, потому что, как правило, да, у крымских татар финансируют все эти мероприятия именно родители, за что им отдельная благодарность. Вот, поэтому, скорее всего, это, конечно, такие вот родители, и, скорее всего, это, наверное, отсутствие профессионалов в Крыму, потому что свадебная индустрия, она достаточно быстро развивается, но, тем не менее, у нас не хватает определенных спектров услуг, да, каких-то подрядчиков, и иногда приходится заказывать что-то супер оригинальное, да, например, с материковой России. И, конечно, это определенные, опять-таки, и финансовые сложности, и какие-то технические проблемы в плане там логистики, транспортировки ребят, вот, и так далее. А Давайте приходилось добавим организовывать свадьбы, допустим, каким-то известным личностям? Известным личностям. Ну, для меня все известные личности, наверное, скажу так. Сейчас не припомню, кто из известных личностей был в моем арсенале, да, но... Ну, наверное, все-таки каждая девочка, каждый мальчик, который приходит ко мне, и у них так горят глазки, они уже становятся известными. Каждая невеста королева. Да, каждая невеста королева, каждый мужчина король, да, в этот день. Они совсем по-другому себя ведут, они по-другому себя позиционируют и так далее. Вот мы говорим о таком прекрасном событии, как свадьба. Можно, наверное, чуть-чуть убавить, пока, Да? чтобы оно, да, так, и закрыть крышку. Я знаю, что не так давно ты сама стала женой. Да, С чем я тебя поздравляю, это Сагу. прекрасно. Ты Сагу. создала семью, Ментин Хайрлаем. Чохсагу. Расскажи, вот когда ты знала, что ты выходишь замуж, кому ты доверила организацию своей свадьбы? Мне помогали мои девочки. Опять же, твое агентство. Ну, не то чтобы мое агентство, мои подружки. Они мне позвонили и сказали: Нияр, давай так, мы тебе во всем поможем, потому что не хотим, чтобы ты лишний раз нервничала, потому что я в этой роли чувствовала себя совсем по-другому. Я понимала, что я подхожу к этому как к определенному проекту, но я понимала, что в главных ролях все-таки буду я и мой будущий муж. И тогда мы все-таки, конечно, большую часть взяли на себя, но, тем не менее, мои девочки, они мне в этом помогли. Так, Айше, давай я тебя попрошу, наверное, нарезать пока... что-то? Нет, формировать мяско вот по форме кабачков и баклажанов, потому что у нас все это будет выкладываться на сковороду. Такими лепешечками? Да, как медальончик.
И мои девочки, мои родные, близкие, они все, конечно, мне помогали. Сыграло на руку и то, что я непосредственно занимаюсь, да, этими свадьбами. То есть при выборе ведущего, когда мы позвонили своему ведущему и предложили встретиться, он говорит: хорошо, Нерочка, без проблем. А Когда кто был ведущий? Нариман Аметов, актер актер Крымско-Татарского театра, да, очень хороший ведущий, замечательный Да. человек, хороший друг, он на самом деле очень большой умничка, можно сказать, в двух Супруга словах. у него актриса Да, театра. да, да, кстати, и сейчас она тоже занимается Очень хорошие проведением ребята. свадеб и церемоний, да. Когда мы выбирали фотографа, тут тоже было абсолютное и взаимопонимание, и ожидаемый результат, да, допустим, А кто я был высказала- фотографом? Эмиль Налбантов, я давно хотела Эмиля Налбантова видеть своим фотографом свадебным, и вот, ильхамдуллях, мечты, собственно, сбылись. Смотри, я делаю небольшие, нормально? Да-да-да, конечно, ага. То есть ты осталась всем довольна. Да, лагачек шкур. Расскажи, а вот как нужно вести себя молодой жене в исламе? Как правильно готовить по сунне? Ага. Расскажи, мне будет интересно послушать. Чистота – это половина веры. И есть такой хадис. И я всегда вспоминаю этот хадис в любой ситуации, потому что очень важно поклоняться Всевышнему, да, в различных его проявлениях. То есть приготовление еды – это своего рода тоже поклонение Всевышнему, потому что ты кормишь своих близких, да. Очень важно делать это с чистотой, то есть желательно сделать омовение, то есть это наша сунна. Если мы готовим в состоянии абдеста, да, омовения, то еда, иншаллах, получится еще вкуснее. Очень важно, какую энергетику ты закладываешь в еду, то есть если готовить с любовью, как я это обычно делаю, и на позитиве, с хорошими мыслями, то, безусловно, еда получится особенной. Но для меня это очень важно, потому что я всегда с хорошим настроением стараюсь готовить еду без негатива, без каких-либо отрицательных эмоций. Это очень важно. И начинать приготовление еды с бисмиллях, то есть во имя Аллаха. И тогда, конечно, это своего рода поклонение, иншаллах, будет нам засчитано. И то довольство, к которому стремится каждый мусульманин, да, довольство Всевышнего, своего мужа, оно, конечно, будет уже ближе к нам, да, иншаллах, чем нам кажется. Так, я немножечко помешаю. А как реагирует муж на твою работу? Ой, мой муж Сагалсон, он меня во всем абсолютно поддерживает и даже стимулирует. Это очень важно, не ярче. Да, это очень важно. В какой-то момент я говорю ему: может быть, я перестану этим заниматься, меня так все устраивает. Я вот... Ты ей такое сказала? Да. Но у меня на самом деле, у нас такой вот сейчас период конфетно-букетный, да, как его принято называть. И я на самом деле понимаю, что у меня вот прям вот все, идеальная гармония. У меня есть любимый человек, который рядом со мной. Я живу на берегу моря, и все это так прекрасно, все так... Я вижу твои очень красивые фотографии закатов и рассветов. Да, я очень люблю это место, полюбила. Я никогда там раньше не была. Западное побережье для себя открыла по-новому. И вот сейчас у меня абсолютная гармония. И когда я как-то ему сказала о том, что я, возможно, перестану заниматься, организацией свадеб, каких-то других мероприятий, он так посмотрел на меня: ну ты же не сможешь. То есть он меня знает и знает, что я довольно-таки активный человек, социально активна. И он понимает, что сейчас это мне просто кажется, да, что я вот смогу просто сидеть дома. Да. Так, у нас все ингредиенты готовы. Сейчас Вот я доделываю уже Ага. последний. Да. Как котлетки у нас. Да, такие как медальончики получаются? такие плоские, да. Сейчас мы их выложим между овощами и будем ждать нашего приготовления. Век живи, век учись. Вот видишь, я готовлю такое впервые сегодня. Серьезно? Да. Ну вот, может быть, кто-то еще подумает приготовить подобное. Да. Давай, рассказывай, Так, что дальше. Теперь все ингредиенты мы плавно переносим к нашей плите. И можно ее пока убрать с огня. И вот таким образом, Выкладываем. чередованием, да, мы выкладываем. Так, бисмиллях. Так. Подам Потом тебе. у нас, да, кабачок, Кабачок. баклажан и снова помидор. Желательно, конечно, все покупать одной формы, потому что это очень важно. Но учитывая, что сейчас еще редко где встретишь свежие кабачки, баклажаны и так далее, то приходится делать из того, что имеем, да? Но бунада чок-шукур. Можно я скажу про советы какие-нибудь молодым женам? Да? Конечно, это мы только приветствуем. Так, у нас что-то пищит плита. Давай я тебе помогу. Да, с удовольствием. Так, помидорки берем.
Относительно жен молодых, да, которые, или невестам, да, даже которые собираются выйти замуж, я бы рекомендовала всем вот прям почитать, как должна вести себя жена в исламе. Потому что это настолько все легко и понятно, настолько все доступно, как сделать счастливым своего мужа. И как же? Быть покорной, Так. быть всегда с улыбкой на лице, сделать так, чтобы горели не только твои глаза, а и его. Уметь согреть, да, не только чайник, но и его своим теплом. Всегда его понимать и поддерживать в любой ситуации, в абсолютно любой ситуации. Быть всегда на позитиве, на оптимизме. И, конечно, прочитать, да, вот то, что в исламе сказано. Прежде всего, довольство Всевышнего и довольство мужа. И делать для этого абсолютно все. Покорность, милость, скромность. Это все играет на руку каждой женщине. И, иншаллах, это будет засчитано Всевышним. Очень хороший пункт, Анияр. Приму к сведению. Да. Так. Мгм. Вот у нас получается уже такая красивая сочная радуга, поэтому, Я представляю, как это будет красиво в итоге. иншаллах, да. Я Как очень бы люблю... ничего не пропустить. Ну, ничего страшного, если даже пропустим. Я очень люблю не только, чтобы было вкусно, но еще и красиво. Поэтому стараемся всегда готовить с овощами, чтобы добавление каких-то специй и приправ, да, играло свою роль. Мгм. Мгм. Так. И мясо. Мяско. Мгм. Мы с Ниярочкой продолжим укладывать, а вы немного подождите. Ниярочка, как же получилось красочно и красиво. Сагл. Ну, все благодаря тебе, потому что если бы не ты, то я бы, наверное, одна не справилась, и не получилось бы так ярко и красиво, иншаллах, и вкусно. Ну что, теперь будем ждать? Да, нам еще нужно посолить и добавить для пикантности специй, потому что у нас и мясо, и овощи, оно должно получиться довольно-таки пикантно. И сколько это все будет готовиться? Буквально минут 20 на сковороде будет готовиться это, и потом мы можем уже дегустировать то, что получилось. Накрываем крышкой и ждем 20 минут. Бисмилля. Для приготовления рататуя вам потребуется 1 килограмм говяжьего фарша, 2 баклажана, 3 кабачка, 5 помидор, 3 луковицы, 1 морковь. Соль и специи по вкусу. На сковороду, в которую выкладываем подушку из лука и моркови, размещаем нарезанные кольцами в равных пропорциях овощи и круглые медальоны. Чередуем их в сковороде с овощами. Посыпаем солью и перцем. Готовим 20 минут. Наше блюдо уже готово. Какая красота! Все абсолютно мягко, ароматно, иншаллах, вкусно. Так, Айше, давай Рататуйчик тарелочку. наш готов. Рататуйчик, да, наш готов. Давай тарелочку. Давай, будем Бисмиллях, помогать. деп. Мы берем первую порцию. Ниярочка, вот скажи, ты считаешь себя счастливым Давай тарелочку человеком? ближе. Да, сагл за вопрос. Я считаю себя очень счастливым человеком, ильхамдуллях. В этом мне помогает и религия, и знания, которые я постоянно приобретаю, новые и новые. В этом мне, безусловно, помогают все близкие люди. Я говорю, что сейчас я осознаю полную гармонию со всем окружающим миром и со всеми людьми, которые меня окружают. Я научилась отталкивать негатив от себя, научилась отталкивать какую-то грусть, да, определенную и так далее. То есть я считаю себя, альхамдулиллях, счастливым человеком. И всем, кстати, желаю прийти к этому, да, быть счастливым человеком и уметь понимать это. Очень важно же, да, радоваться мелочам, замечать какие Конечно, закаты, Ниночка, облака, рассветы. Вот, поэтому я думаю, что к этому нужно стремиться. Так, это прекрасно, мы что ты себя убираем. считаешь счастливым Да, человеком. сагл, ильхамдуллях. Ну ты же тоже счастливый человек? Конечно, Ну, безусловно, безусловно. ты знаешь что, я думаю, может быть, мы добавим какой-то соус, если Я тебе есть. могу предложить, Да, есть? смотри, и Ага. соус, и горчицу такой отлично. марки «Мечта хозяйки». Отлично. Очень вкусно. Мгм. Так, давай начнем с горчицы. Она придаст пикантности, конечно, это на любителя. Давай, но я тем вот не менее. майонезик такой сметанный, Да, как раз будет и украшением нашего блюда. а ты добавь мне горчицу. Хорошо, давай, с удовольствием. Будем пробовать? Да, будем пробовать. А что тлоусон? Сахада штатлоуса. Это такие котлетки получились, да? Мгм.
Интересно Пахнет слушать очень твое мнение. вкусно. Сейчас, я еще не пробовала. Я тут перепробовала уже много чего. Мгм. Сейчас будем оценивать, Нияра. Такое многозначное. Ты знаешь, я могу тебе сказать с уверенностью, что это блюдо для здорового питания. Да. Потому что все приготовилось на пару. Мгм. Это овощи, это фарш. Очень вкусно, Мгм. мне понравилось. Сагл. А что длолс? Тёх-сагу. Ниярочка, пожелай, пожалуйста, что-нибудь нашим телезрителям. С удовольствием. Нашим дорогим телезрителям я желаю счастья, позитива. Я желаю укрепления имана. Я желаю всем женщинам быть покорными и позитивными. Пусть счастье будет в сердце каждого и в глазах каждого, потому что это очень важно. А я желаю тебе уюта в твоей семье прекрасной, Сагл, молодой, сагл. успешности в твоей карьере. Сагл. И дарю тебе вот такой подарочек. Ой, даже От нашей торговой марки Леба. Сагл. Ниярочка, хави чик и чик будешь нас вспоминать. Сагл, иншаллах, сагл. Дорогие телезрители, смотрите нас каждое воскресенье в 10:00 на телеканале Милет. Всего вам самого доброго и позитивного. Ваш ребенок любит готовить? В преддверии праздника Дня защиты детей у нас стартует конкурс. Для участия вам нужно прислать фотографии вашего ребенка и блюда, приготовленного им. Участие могут принять дети с 6 до 14 лет. Победителей ждут ценные призы. Желаем вам ярких побед! Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый.